Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды. 21 апреля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Поддержка семей с детьми и беременных женщин, массовая вакцинация и диспансеризация, детский отдых и студенческий туризм. Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Россиян, прибывающих на родину, обязали сдавать ПЦР-тест дважды. Сколько новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за сутки? Город, в первую очередь, это комфортная среда обитания. Ленск приобретает современный внешний вид благодаря программе переселения. Шаг к профессии. Ярмарка вакансий прошла в столице в онлайн-режиме. Подробно расскажем о динамике на рынке труда. В Нерюнгри целую неделю посвятят Дню Республики. Праздничные мероприятия начались с выставки известного фотографа. Президент России Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства затронул темы пандемии, здравоохранения, демографии и поддержки семей с детьми. По словам Путина, начало пандемии было временем абсолютной неопределенности, но президент никогда не сомневался, что это испытание удастся преодолеть. В России граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, а миллионы россиян, боровшихся с пандемией, работали быстро, качественно и на совесть. Российские ученые совершили прорыв, а разработанные ими 3 вакцины стали прямым воплощением растущего научного и технологического потенциала страны. Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой, необходимо максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей. Вакцинация сейчас имеет центральное значение, сказал президент. С 1 июля будет запущена программа диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов. В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый прием пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Государство должно выстроить и целостную систему поддержки семей с детьми. Выплаты будут распространены на беременных женщин в трудном материальном положении. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц после 6-й недели беременности. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году выплатят по 10 тысяч рублей единовременно. Такую меру для первоклассников распространят и на следующие годы. Также Владимир Путин сообщил, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Ее сумма в среднем составит 5650 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной
ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, ну, извините, что говорю о таких вот как бы бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Кроме этого, президент предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки, а родителям возвращать половину стоимости путевки детей в летние лагеря оздоровления и отдыха. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, сказал Владимир Путин. Глава государства также указал о необходимости разработать возможности для студенческого туризма. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. И, конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали. Идем далее. Россиян, прибывающих из Турции и Танзании, до 1 мая обязали дважды сдать тест на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Повторный ПЦР-тест сдается в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию России с предоставлением сведений о результатах на портал госуслуг. Россияне, прилетающие из-за рубежа после 1 мая, также должны будут сдавать тест на коронавирус дважды. Уточняется, что интервал между первым и вторым лабораторным исследованием должен составлять не менее суток. Сейчас к эпидобстановке в регионе. 74 заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице заболели 49 человек. В Алданском районе 7, в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском по 6, в Чурапчинском 3, в Тампонском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 1 случаю. За сутки региональные лаборатории провели почти 2000 исследований на COVID-19. По состоянию на сегодня в Якутию поступило более 114 тысяч доз вакцины для профилактики коронавируса. Использовано 86% препарата. Первый компонент получили более 97,5 тысяч человек, второй – 55,5 тысяч якутян. Естественно, также остаются меры ограничения, по общественным мероприятиям различного профиля, выше 50 человек на одном из организационных мероприятий, и в том числе выходные и праздничные дни. Все эти мероприятия запрещаются, поэтому мы продолжаем настаивать на соблюдении всех мер, ношения масок, соблюдения дистанции санитарной и соблюдение всех мер дезинфекции, особенно на транспорте, в точках общепита. Как мы видим, большинство заболевших на сегодняшний день – это люди молодого возраста и из категории как раз-таки транспортных услуг и магазинов и торговли. Поэтому призываю все население быть бережным, относиться бережно к своему здоровью и заботиться о себе.
Также оперштаб Якутска призывает горожан отказаться от массовых выездов на природу на майские праздники. Евгений Григорьев сегодня провел совещание столичного оперативного штаба. По информации Управления образования Якутска, ситуация с COVID-19 в школах остается стабильной. 15 классов перешли на дистанционный формат обучения. Антисептические средства в школах и детсадах имеются в достаточном объеме. Админкомиссия продолжает рейды по торговым точкам. За неделю проверено 230 объектов, проведено 39 профилактических бесед, выявлено 13 нарушений. Евгений Григорьев подчеркнул, что выездов группами на маевки в этом году быть не должно. И напомнил, что в прошлом году как раз в майские праздники была зафиксирована вспышка заболевания. В Ленском районе закрылись ледовые трассы на автодороге УМНАС. Так, для обеспечения безопасности запрещено движение транспортных средств на участках Ленск-Пилидуй и Ленск-Алекминск. Закрыты и ледовые переправы. В настоящий момент подготовлено распоряжение за подписью главы Ленского района о закрытии ледовой переправы Нюи-Натора и автозимника талона Няла. В канун Дня Республики 26 апреля Айсей Николаев ответит на вопросы жителей Якутии. Прямая линия с главой региона начнется в 19:00 по якутскому времени. Трансляция будет доступна на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Тытим, а также на канале Россия-24. 26 апреля Айсей Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Задать свой вопрос можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону 8 41 12 31 01 11. Вопросы также принимаются заранее. Контакты сейчас на ваших экранах. Совместно с Минстроем в таких случаях особых успехов не было. Город, в первую очередь, это комфортная среда обитания. Сегодня Ленск приобретает современный внешний вид благодаря реализации масштабной программы переселения, большим проектам благоустройства, уличной сети и оснащения. Эволюция Ленска в материале Анны Кожевниковой. Ленск – город будущего. Это крупные проекты по строительству, переселению из ветхого и аварийного жилья и благоустройства. Каждый год преображаются новые улицы, дворы, бульвары и площади. Так, в прошлом году появился новый тротуар на улице Ленина, одели в асфальт ленских событий, осветили более 80 улиц. В этом году планируется еще 18. Если раньше ко мне на прием по личным вопросам приходили и задавали вопросы именно по жилью, ввиду и предоставления жилья, это и аварийное жилье, отсутствие там тепла, воды, да, холодной, горячей, плохая откачка канализации, то сегодня в большей степени людей уже интересует благоустройство придомовых территорий. Это детские площадки, спортивные площадки, это удобство передвижения по городу, да. 3 больших проекта по благоустройству реализуются сегодня городской администрацией. Это площадь Ленина, где в прошлом году установили трибуну и сцену. Нынче работы будут завершены. Второй объект – это городской парк культуры и отдыха. Здесь обустроили тротуары и установили уличное освещение. Построили многофункциональный центр. Кроме того, управление архитектуры закупила и доставила до города Ленска малые архитектурные формы в виде игрового оборудования. В этом году уже мы выполним работы по обустройству покрытия детской площадки и установим вот это вот оборудование. По площади общая сумма 57 миллионов. Да, то есть это первого и второго этапа. По парку 38 миллионов – это из бюджета Республики Саха-Якутия. И 10 миллионов из районной казны. Еще один объект – сквер в аэропорту. В прошлом году установлен постамент, на который будет водружен самолет Ан-2. Именно с него началась авиация в Ленске. Еще один масштабный проект планируется осуществить в этом году – благоустройство улицы Аюнского. Если его поддержат люди, то будет выделено до 60 миллионов рублей на реконструкцию улицы. А жители Ленска только за такие изменения. Это же наш город, общий город. Интерес обязательно должен быть ленчан. В любых отраслях социальных. Здесь по Аюнского какие-то изменения еще можно сделать. И тротуары, например, с этой стороны.
Еще, что касается второй школы, вот здесь вот тоже вот эта улица должна быть как-то красиво, чтобы здесь люди подъехали именно к школе. В рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды с 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование на отбор общественной территории или дизайн проекта. Каждый житель Ленска может отдать свой голос за проект улицы Аюнского. Сделать это можно в личном кабинете на портале Госуслуги или на единой платформе голосования 14.городсреда.ру. Каждый ленчанин может повлиять на облик города. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Министерство экологии взяло пробы воды на реке Мархе. Напомним, 11 апреля была остановлена прокачка минерализованных вод Удачнинского горно-обогатительного комбината в связи с повреждением моста через реку Далдын левого притока Мархи. Был поврежден трубопровод, по которому рассолы с рудника закачивают на левобережный полигон захоронения. В настоящее время Минприроды Республики проводит контрольно-надзорные мероприятия в зоне происшествия. Были получены результаты исследований, по итогам которого было установлено превышение специфических для рассолов компонентов до 2 раз по сравнению с фоновыми показателями, в связи с чем было возбуждено административное дело по статье 8.13 Кодекса административных правонарушений. Проводится административное расследование, и по завершении данного расследования министерством будет дана правовая оценка по произошедшему инциденту. В Мирнинском районе работал министр экологии Сахамин Афанасьев. Он посетил крупные нефтегазовые месторождения, а также гидротехнические сооружения компании «Алроса». Марферина Алексеева с деталями визита. С 2017 года на территории Мирнинского района активно работает Иркутская нефтяная компания. И в последнее время активно внедряется и промышляет ее новое дочернее предприятие «Саханефть». У недропользователя большие перспективы развития. До 2024 года «Саханефть» планирует увеличить мощность добычи до 3 миллионов тонн нефти и построить новый нефтепровод от месторождения до основного нефтепровода в городе Ленске. Предприятие ведет активную профориентационную работу с вузами и колледжами Мирнинского района. Планирует адресно обучать и трудоустраивать местных студентов. 4-го курса и 3-й как студентов, 4-й как работников будем направлять их на Ирактинский, на наши активы, в Иркутскую область, для того, чтобы они вот за эти 3 года набирались опыта и сюда приходили уже специалисты. Приезжать утром на смену, да, и вечером уезжать. Да. Осмотрели природоохранные мероприятия, которые проводятся на лицензионном участке. Проводимыми мероприятиями мы удовлетворены. За 3 года компания развернулась и проводит очень большой комплекс работ по развертыванию производственных мощностей и по природоохранным мероприятиям. После министр посетил и осмотрел гидротехнические сооружения на дражных котлованах и Риляхского рассыпного месторождения Мирнинского горно-обогатительного комбината компании «Алроса». После инцидента с прорывами дамб в 2018 году проведены колоссальные восстановительные работы и ведется постоянный контроль. А в связи с приближением сезонного паводка экологический центр готовится к расширенному мониторингу воды. Дамбы были усилены как по высоте, так и по своей ширине. Естественно, то есть были закончены работы по руслоотводному каналу первому, по руслоотводному каналу второму. Они были точно так же расширены и проведены были углублены для того, чтобы в случае потенциально возможного второго, такого интенсивного водопритока, то есть эти каналы были справились с этим проходом воды. Также было принято решение о новом строительстве нового руслоотводного канала номер 3. То есть стройка на сегодняшний момент ведется, то есть она находится в работе. Также министр посетил Среднебаутобинское нефтегазоконденсатное месторождение, где промышляют крупнейшие предприятия республики – РНГ и ТАСС «Уряхнефтегазодобыча». Предприятия презентовали проект, который уже в ближайшее время позволит утилизировать 95% попутного газа. Радует, что ТАСС «Уряхнефтегазодобыча» и РНГ начали монтировать и вводить в эксплуатацию оборудование по закачке попутного газа. Это чтобы снизить выбросы в атмосферу попутного газа до 95%. В целом, проведением недропользователями природоохранных мероприятий на территории Мирнинского района рабочая группа оценила на удовлетворительно. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Юбилейная городская онлайн-ярмарка вакансий прошла в Якутске. Ее посвятили 30-летию Государственной службы занятости населения. Ярмарку провели на 2 площадках – в Инстаграм и Зум по нескольким направлениям. Алексей Лукьяненко о доступных вакансиях. Онлайн-ярмарка «Шаг к работе» уже давно стала традиционной и востребованной среди населения. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в республике наблюдался резкий рост безработицы. В течение года в центр обратилось более 20 тысяч человек. На сегодняшний день на рынке труда наблюдается положительная динамика. Это снижение численности безработных граждан и увеличение вакансий. Самый большой пик у нас был в октябре прошлого года и состояло на учете более 12 тысяч безработных, а уровень рынка труда составлял 8%, то на сегодня численность безработных составляет чуть более 9 тысяч, и уровень снизился на 2%. То есть на сегодня уже 6%. Мы оказываем государственную услугу по самозанятости. Выдаем единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела в размере 152 тысяч. В прошлом году через нас открыли 50 человек, а в следующем году, то есть в этом году у нас желающих очень много, то есть увеличилось 2 раза. И мы уже 29 апреля будем проводить конкурс на бизнес-планов. В базе данных имеется 3817 свободных рабочих мест, что больше с начала года на 33%. В этом году ярмарка включает в себя 6 секций. Это ярмарка вакансий, помощь в поиске работы, меры государственной поддержки для работодателей, карьерное развитие, профессиональное обучение WorldSkills и предпринимательство. Также примут участие приглашенные спикеры. Конечно, наша цель – трудоустроить на те вакансии, которые выставлены сегодня на ярмарке вакансий 61 организацией и работодателями, и информировать о наших государственных услугах. В течение дня также по 5 секциям будут работать спикеры, приглашенные. Здесь будут и о мерах государственной поддержки рассказывать, да, и работодателям, и предпринимателям. Также будут информировать и консультировать по вопросам профориентации, как пройти успешно собеседование, как вообще правильно сделать резюме и как можно пройти профессиональное обучение. С начала этого года в центр обратилось 3724 человека. Из них подали заявление на поиск работы 3417. Безработными признаны 2603 гражданина. Всего трудоустроено 1413 граждан, а это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алексей Лукьяненко, Григорий Григорьев, Якутск. В Нерюнгри началась неделя празднования Дня Республики. Цикл мероприятий, посвященных этому празднику, открыла выставка известного нерюнгринского фотографа. Ирина Кичигина с подробностями. Открытие выставки прошло в торжественной обстановке в Центре культуры и духовности имени Пушкина. Всего было представлено около 30 работ. Все они сделаны в Нерюнгри в 2020 году. Это прекрасная природа и животный мир Южной Якутии. 20 работ останутся в центре и будут украшать стены здания. Сам автор выставки называет себя неотъемлемой частью республики. По сути дела, это какой-то небольшой, но праздник для себя, для горожан, может быть, это кто там улыбнется. Ну, может быть, детишки какие-то улыбнутся. Здесь же все-таки позитив, природа же интересует великовозрастных и 70-летних людей, и 5-летних. Детишки пальцем показывают, это лисичка, это мишка. Это же приятно. Здесь же Нерюнгринской городской библиотекой была организована книжная выставка, посвященная Дню Республики. Сотрудники библиотеки провели викторину для маленьких зрителей «Якутия родная и неповторимая». 1, 2, 3, начали! Аплодисменты, поддерживают свои команды. Как показал интерактив, ребята очень хорошо знают о своем родном крае. Но увидеть якутские красоты глазами Юрия Коковина оказалось особенно интересно. Все, кто пришел на выставку, остались довольны и унесли с собой прекрасное настроение. Фотографии у него очень просто красиво не подойдет. Они, наверное, передают очень хорошо
всю природу якутскую, все вот эти вот нюансы. Люди, приходя сюда, даже узнают о некоторых животных, которые здесь живут. То есть они даже некоторые не в курсе, что у нас там есть голубые сороки, или я сам забыл, как вон то животное зовут. Ну, как бы классно. Напомним, Юрий Николаевич – постоянный участник республиканских, российских и международных выставок, член Союза журналистов, отличник печати Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. А кроме этого, неутомимый путешественник, заядлый охотник, рыболов и, конечно, талантливейший фотограф. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и оставайтесь на нашем канале.